Çiftçilik programının televizyon gruppası Büyün Bulunur Verkhniy Albatı köyün dayında nerede kazaya köyün yaşayana Alexander Radish koydu kendi hotularını. Lazım söylemeye onda 250 hotuldan ziyade birazı durar başka yerde, bir payı da durar mahsus bu dağda. Çünkü onlarda şimdi gider sıkı zaman. Onlar sabahleyin yerken geldiler bırakıncılar ki yetiştirmeye çekmeye semiçka balını. Bu yıl öncesiler kuvvencı pek iyi de gitti. Onlara dini vardı yağmurlar, fidanlar da açtılar çiçek, onlara vardı ne toplama. Dımar derler kuvvencının en iyi dostu. Onsuz kuvvencı yaklaşmıyor bir de hotula. O yardım eder koluma onları ki çekmediğini balı. Alexander Radish çeketti kendi işini kuvvencılıkta 18 yaşında açanın kız kardeşine verdiler bir iki hotul. Cesuler kendi kuvvencı o çok haberleri kuvvenar için bilmezdi ama çeketti çalışma, öğrenmeye başka kuvvencılardan angıları değil bir yıl götürüyordular bu işi. Hep öyle internetten hem okudu kağıt. Çünkü nice o kendisi söyler bir şey bilmezsin kuvvenarla yok niçin onlarla zanatlanasın. Ну, сначала сестре подарили пчел, мне было, не знаю, примерно где-то 18 лет. Сестре подарили пчел, и она начала заниматься, и она потом бросила. Ну, для женщины это сложная работа. И я начал. И по чуть-чуть, потом уже через год я купил себе еще там 4 семьи, кажется, что-то такое. 4, потом еще 4 купил. И так начал заниматься. А потом уже было до 90. Первый там где-то 4-5 лет. Где-то такое 70, 90, что такое. И потом уже, когда женился, после уже начал только пчелами, тогда уже больше стал мне. А я начал поднимать пасеку. И вот сейчас уже занимаюсь уже много, больше 200 уже. Çıkarmadığını kuvvencılığı da ya kuvvencı ilerden savaşır arama mahsus yer. Nice söylerdim kuvvencı Alexander Radish bizim yülen tarafında Moldova'da pek az dağ var. Onun için büyük problemi bulma mahsus yer. Nerede var çok fidan ya da başka büyümler ki kuvvenler vakitinde toplasına kaliteli bal. Места у нас в юге Молдовы очень трудно находить, очень сложно, потому что очень много пасек, а очень мало лесов. Ну, с подсолнухом, но меньше проблема. Но подсолнуха у нас на юге очень много, можно находить. А вот ну, с акацией очень сложно. Ну, насчет мест, ну, обычно надо более где, ну, затише, ставить пасеку где, ну, затише. Хотя, ну, не всегда, ну, удается. Вот у меня эта пасека, здесь очень большой ветер. Даже вот, может, вот я даже, ну, обгородил, ну, 3 метра, ну, шифером. Потому что очень большой ветер, ну, сдувает все. Ну, главное, чтобы, ну, было близко лес, если есть рапс и подсолнух, чтобы, ну, ближе, чтобы было. И, ну, затишье, конечно, лучше, но не всегда, ну, удается это найти. Например, вот у меня здесь, ну, ветер всегда. Но неплохо, если пчелы хорошие, сильные, они все равно мед, ну, собирают хорошо. Alexander Radish söyler anneleri daha kolaydı bakmak, onlar için de daha çok finans lazım koyma. Daha çok ileri vardı, büyüm de neden toplarlar bal. Ну, то, что ну, вложений больше. Вот, например, когда я раньше занимался, мы и до подсолнуха ну, качали мед, потому что были очень много ну, виноградники, которые не обрабатывались, и пчелы было меньше, и было очень много доника. Потом ну, осенью было медунки, ну, было, но поля пахали поздно, и не надо было почти кормить. В то время мы вообще не кормили. А сейчас, если не кормить пчел, то просто ну, невозможно. Надо очень серьезно кормить и летом, помогать и осенью. У нас ну, длинная ну, осень и засуха, нету ни одного взятка, надо кормить, чтобы пчелы были хорошие. Вот эта проблема, ну есть разница как раньше.
Вот это большая разница. Но этот год более-менее хороший. Вот, ну, подсолнух, ну, очень хороший, а акация рапс такой, средненький. А подсолнух хороший. В этом году подсолнух, ну, как никогда в этом году хороший. Ну, пчеловодам нам всегда хочется больше. Ну, так, ну, конечно, ну, хочется, чтобы больше, но вот как есть, ну, хотя бы, чтобы, ну, меньше не было. Потому что, знаю, как было 24 лет сдавали, когда, ну, оптом мед, это, ну, сахар стоил 22 или сколько. Ну, сейчас чуть дороже, хоть, чтобы это не упало. Ну, нам хочется больше, конечно. Вот один год был, что очень мало прибыли было. Вот один год, это я сейчас точно не помню, какой год, но очень мало, потому что надо было кормить много, а брали очень мало, потому что, ну, засуха была сильная. А так, если хотя бы чуть-чуть дождей есть, то нормально, можно как-то жить. Если серьезно занимаешься, можно жить. Kuancı Süleyran işleme kuanlarla pek meraklı geldiğine dair sansın dinlenirsin. Bakmadan zahmete. Для меня пчелами работать, для меня это приятно. Не знаю. Вот я когда прихожу на пасеку, вот обычно говорят, у тебя-то вот много, как ты успеешь. А мне на пасеке легко. Мне день проходит очень быстро. Ну, я эту работу люблю, мне нравится она работа. Я даже, ну, кушать могу забыть, если я начинаю работать, и кушать могу. Для меня пчела это, ну, любимая работа. Не знаю, больше чем там сравнить. Для меня это... Ну, я сильно рано, конечно, не спешу на пасеку. Ну, обычно в 9-10, то так я обычно утром проезжаю почти каждый день. Ну, я на пасеке, потому что у меня пасека большая. И матководством я занимаюсь, как на себе, но матки ввожу. И как, время уходит много. Ну, основное, почти целое лето работаю, почти каждый день. Ну, редко бывает, как, есть дни, если там что-то надо дома делать, делаю, но так основное больше на пасеке. Есть ли рабочие? Но рабочих у меня, но я рабочих только при качке основную. Ну, короткорывно, вот там, если там 3-4 дня качаем, все, я беру людей. И редкие случаи, там, когда на отводки делаю, там много, сильно много надо работать. Вот в таком случае. А так основное я сам и жена обычно помогает. Ну, работать надо. Но если не хочешь пчелами, иди на стройку. Потому что я на стройке тоже работал 10 лет. Ну, мне в этом, ну, легче, чем на стройке, не знаю. Хотя, ну, здесь более, ну, интересно. Да, она сложная работа, много работы. Именно, ну, качка очень сложно дается. Считай, ну, убиваешься. Именно качать мед, это очень сложно. Самое сложное это kачать mед. Yazın sıcak günlerde arılara yalnız nektar hem çiçek tozu değil, su da pek lazım. Kuvvetli bir arı ailesi bir günde 1 litreye kadar su kullanır. Su arılara yalnız içmediğini lazım değil. Onlar suyu hotula getirirler da kanatlarından hava yapıp onun içini serinletirler. Arılar bulmasın diyeni içine taşları koyarlar. Çubuklar ya da başka parçaları koyulur. Böylece kuanlar konup su içebilirler. Yer yakında temiz su yoksa arılar suyu göllerden, çamurlardan ya da başka kirli yerlerden getirmeye savaşırlar. Onun için pasikada pak su lazım olsun. Arı ailesi sağlığı hem verimli işi için pek önemlidir. Весной и осенью, вот, ну, посуда есть, я наливаю здесь, а здесь, ну, родники близко есть. Но летом я не наливаю, а весной, ну, наливаю, чтобы было рядом, потому что, чтобы не вылетали, чтобы не умирали. А и осенью тоже птички прилетают, эти шорки, они, ну, не дают пчелам, ну, летать. И тогда тоже даю рядом, чтобы пчелы без воды не стояли. Alexander Radish'in kovancılığında var çok türlü hotullar. O türler hani savaşır deneme türlü büyütme kovanları. Çünkü söyler ta küçük hotullarda daha çok bal verirler. Başka hotullarda da daha az. Onun için denerken söyler o varınca gelme bir fikire de bakma ne ta isle büyütme deni kovanları. Hepsi hotulları, ramkaları hem başka lazımlı tedarlıkları yapar kendisi. Çünkü söyler satın aldığına çok para bu işe gider. Потому что, чтобы брать чистую акацию, брать, чтобы чистую, ну, с магазинами, они на акации вверх, ну, собирают мед. И снизу много расплода, пыльцы, ну, запасаются.
вот на лето, потому что у нас летом тоже мало пыльцы. И этой системе нету на районе. Вот у меня, например, вот сколько семей, я ни один рой не видел. Хотя год хороший, но я ни один рой не видел. И не роился я нигде, матки не потерял, что вот, роился и остался семья без маток. Но в этой системе, нету роения. Это одно. И здесь, становится, семья очень большая. Вот, например, вот у меня есть корпуса, вот, сравнить, с корпусами, но эти всегда больше меда дают. Хотя, я говорю, в этой системе есть минус, что перевозка сложно, но они больше дают, чем на корпуса. Koncanın işi bitmiyor bütün yıl. O koyduğuna konarı kışlama, çekirdek hazırlama, kutuları, ramkaları. Не, я все сам делаю. У меня улики все самодельные, все я сам сам делал. Только пару уликов корпусных купил, чтобы пробовать эти, пенопластовые обычно все хвалят там. Но и больше не куплю. Больше мне свои улики. Все равно доски надо все купить. Понятно, доски, естественно, материал покупаем и делаем своими руками. Потому что если большие деньги давать на улики, а большого денег мы не можем с меда заработать, потому что мед не цена большая, и давать такие большие деньги и работать только на магазины как-то не стоит. Вот 3 корпуса на 145-ю рамку. А вот этих идет. Рамка на 300. Идет на 300, гнездовая, а эти уже для меда. А там 3 корпуса гнездовые. И вот купил, пробую, больше мне нравится моя система старая. Больше в той системе. А нуклеусы очень важны, что я имею всегда запас очень много маток. Делаю и меняю каждые 2 года матки меняю. Her bir konca savaşır ki onun kutuları değil sadece taze edilensinler ama kahvede olsunlar. Onun için hepsi bağlı matkıyla. Bizim konca Alexander Radish öğrendi bu işi de her yılın savaşır değiştirme kutularda matkaları. Вот здесь я ввожу матки. А у них у всех было по 2, я одну забрал, а одну оставил на осень уже, когда буду менять матки, чтобы на осень было у меня матки. И буду на осенью менять. Но есть у некоторых еще по 2. Это очень важно, чтобы менять матки. Обычно пчеловоды этого не делают и потом хотят мед брать, но не получается. Надо матки менять и хорошие матки вводить. Качественные и вводить хорошие матки. От этого очень много зависит. Успех пчеловодства вот как раз от этого зависит. Какие ты матки выводишь, какой породы, какой, с генетикой эти матки. От этого много зависит жизнь и успех в пчеловодстве. Например, я больше 2 лет, маток я не держу, ни одной семьи я не держу, но больше 2 лет маток. Я каждые 2 года матки меняю. Еще если сезон плохо работал, даже новая матка, а я его тоже меняю. Потому что если он первый год плохо работал, то и 2-й год тоже так же будет работать, мне таких не нужно. Я меняю их. И летом меняю. Если вижу, что сильно плохая, то и летом меняю. У меня всегда запас маток очень много. И пчелы обычно любят работу. Главное, чтобы было с чего носить. Они, когда видят мед, они забывают все. Они все работают. У них такое. Да, но летом немножко более пчелы, но агрессивные. Принимать матку. А осенью они чувствуют, что они уже не смогут больше поменять. Они такие, но агрессивные. И обычно 100% принимают матки осенью. Как осенью? В конце лета. Для меня осень, это в конце лета. Здесь, двухэтажный, здесь, магазин. Здесь магазин. Здесь, получается, матка имеет много места сеять. Вот, например, на акации они сеют до 12 рамок расплода. И вверх мед поднимают. А когда корпус, там 10 рамок,
и только 8 рамок могут матка сеять. И она здесь больше пыльцы запас собирает, и лучше потом на подсолнух эти потом уже лучше. Потому что больше имеет запаса пыльцы и развитие более мощное становится семья на подсолнух. Yaz vaxtı pasikada iş çox olur. Onun için Huancıya köydən gençlər yardım etməyə gelirlər. Gençlər pasikada türlü işlərdə yardım edir. Çerçeveleri taşıyır, sulukları suyla doldururken başka lazım olan işleri yapırlar. Bu iş sabırlıq, sorumluluk hem dikkat ister. Ama en önemlisi gençlər kendinədiyini kazanırlar. Знаком с этой работой, это во-первых. Во-вторых, мне нравится с пчелой работать. И, конечно, самое важное, я очень люблю мед. Это очень важный продукт для меня. Что трудно? Физическая работа здесь требует физической работы. В этом году хороший урожай, и рамки достаточно тяжелые. Сколько семья одна дает? Около, хорошая семья, 35-40 килограмм. Одна семья дает. Это хорошая профессия, хорошее занятие, но также эта профессия требует, ты должен, то есть как бы посвятить жизнь этому. Пчела, ты должен всегда ухаживать за ней, ты должен всегда на чеку быть, чувствовать пчелу. И поэтому это непростая профессия, но очень интересная. Для меня пчела это жизнь. Эта пчела, она очень много примера дает для людей. Она постоянно в работе, постоянно что-то делает. И много радости приносит. Вкусный мед дает и много полезных веществ. Моя функциональность здесь, я обдуваю магазины, верхнюю часть. Здесь 2 магазинчика небольших. И, значит, моя задача вот обдуть. Есть устройство обдувочное. Для начала магазины поднимаем. Освобождаем место для сетки, куда пчелы обдуваются и заходят обратно в улик. Ну, то есть, чтобы пчелы с улья оставались, большинство, чтобы оставалось здесь на месте. Вот. Вот такое устройство тоже вот Александр разработал, чтобы с обоих сторон можно было прокручивать. С одной стороны обдул, с другой. Вот такой процесс. С одной стороны, а со второй тоже вот тщательно. Очень даже упрощает. Я даже скажу, что было время, была бензиновая обдувочная. С ней очень было тяжело, она громоздкая и шумела.
Ну вот вчера мы вдвоем выполнили около 130 семей где-то. Ну, требует своих усилий, да. Вот я взвесил один магазин сейчас. 19,5 килограмм весило. Один магазинчик. Так. Ну, мне нравится, да, на природе. Очень даже так. Да, страха пчел нету. Я тоже с детства, у дедушки были пчелы, поэтому я знаком с пчелинством. Поэтому... Ну, пчела в первую очередь, вы понимаете, все продукты пчелиные, они положительные. То есть возьми любой продукт пчелиный, то ли прополис, ну, естественно, мед все любят, разные сорта меда есть. Поэтому ну, время покажет, потому что пчеловодство, да, требует времени, много усилий, концентрации внимания, конечно, да. И инвестиций тоже. Şimdi bulunarız palatkada, nerede bulunur medagonkalar. Bizim Kıvanç Alexander Radiş söyler, hani götürme ramkaları eve pek pahalı çıkacak. Onun için yerinde savaşırla çekmeye bağlı. А у нас, ну, две палатки. Одна палатка качает только рамки на 145. Это, ну, магазинные рамки. Но отдельно. Там специально, ну, медогонки для них. А гнездовые эти на... Ну, гнездовые рамки мы качаем уже с этими, ну, шестирамочные. И эти, ну, медогонки, ну, самоповоротные, ну, рамочные. Я их сам делал. И вот так мы обычно качаем, всегда так, ну, двумя палатками. Потому что, ну, в одной палатке мы не вмешаемся, палатки большие. Это обычно вот, вот обычно вот такие рамки, это уже надо было. Мед прямо горячий. Обычно пользую там горячую воду, ничего мы не пользуем. Ножики, если хорошо режут, они режут хорошо. А здесь надо рамки вытаскивать. Это штуки, которые, чтобы мед не тек на землю. Вручную мы уже давно не качаем. Мы всегда такими, ну, медогонками качаем. Ну, чтобы не было, чтобы не текло. Вот когда, ну, как мы трусим там, если мед-то не зрелый еще, она, ну, трусишь и, ну, течет, ну, с рамок очень много, потому что тот свежий нектар течет. А как такового уже, ну, практически почти ничего. Хотя, ну, взяток идет. Ну, то, что есть много, ну, зрелого меда, если чуть-чуть они сегодня собрали свежего, это она вреда не делает, как... Здесь сразу, ну, процеживается мед, потому что здесь очень тоже много меда выходит с этих. Ну, когда, ну, матка сеет на рамке, ну, сначала, ну, рамка, она белая, но когда, ну, матка сеет, она, вот здесь видно, что чуть-чуть сеяла, все уже чуть-чуть темнеет. А чем больше матка сеет, то тем больше уже, например, там время, например, год, все, уже рамка. Если целый год на этой, ну, рамке, ну, матка села, то уже, ну, рамка становится черной почти. И надо часто, приходится менять. Вот, ну, рамки все, ну, ложатся сами, ну, ложатся. И не надо ничего делать. Сейчас она крутит минуту и 30 секунд, а я останавливается. Потом, ну, нажимаем реверс, и обратно тоже точно так же и все. И вот. Мы сразу, ну, процеживаем через сетки, чтобы пчела, воск, там, то, другое, чтобы... Aldım deneme. Neyle zanatlanırlar şimdi bizim çocuklar, yardımcılar. Ama isterim söylemeni, bu iş değil pek kolay. Bütün gün lazım tebele ramkaları paklama. Kalmasın diye onlarda vosk. Çünkü sonra ramka koyulacak medagonkaya. Da medagonka çıkarsın bütünden balı.
Bu şimdi gider semiçka balı. Bu vakıdadan toplanıldı raps hem akasya balı. Söyler hani bu yıl uygundu. Çünkü biraz gelirleri kabul etti bakarak geçen bitki yıllar açan pek kuraklıktı. Научилась резать. С такими рамками первый раз работаю. Я обычно первый раз работала с маленькими, а с такими большими первый раз. Но уже наловчилась. Если только помогать именно так прям полностью, это, мне кажется, большая ответственность. Почему? Тут очень много чего надо знать. Так, опыт интересный. Это я прихожу второй раз. Это опыт интересный. Немножко сложновато, но да, под конец дня уже устаешь. Мне всегда было интересно видеть, как пчелы. Вообще я всегда была подальше, боялась очень, а сейчас уже нет. Уже почти привыкла. Çok meraklı faktlar var bal içinde onun faydalı için insanın sağlığına. Arılar çiçeklerden nektar toplayır, onu kutula getirirler, hem güzel işten geçirip bala çevirirler. 1 kilo bal toplama arılara milyonlarca çiçeği gezme lazım. Her bir damla balın arkasında binlerle arının emeği var. Balın rengi hem tadı arıların hangi çiçeklerden nektar toplamasına bağlıdır. Ayçiçek balı, salkım balı hem türlü otlardan yapılan balın her birinin kendi tadı var. Balı uzun vakit varınca koruma, doğru onu tutarken bal bozulmuyor. Varınca şekerlensin. Bu göstermer aynı bal bozuk. Çekmeye bal söyler kuancı zor iş ama meraklı. Kendisi midagonkaları yaptı çünkü alma satın pek pahalı söyler. Bütün prosesi kırda yapıyorlar. Я сказал, что качать мед, она и приятная, что есть урожай, но она очень самая сложная. Вот это, считаю, утром надо вставать, все, людей, и сама работа, но тяжелая, целый день качаешь, устаешь очень сильно, и не можешь оставить на завтра. Надо там качать 2-3 дня по порядку, надо качать, потому что это залог успеха. Но пчеловодство надо качать. Вовремя надо качать, не надо ждать, когда тебе будет удобно. Ну да, у пчел надо быть очень... Вот обычно говорят, вот я буду с тем заниматься и пчелами. Я сразу говорю, что ничего не получится, потому что пчелам надо быть очень внимательным. Вот если надо сегодня что-то делать, кормить, то надо сегодня, не завтра, не послезавтра. Это надо все делать, да, но вовремя надо все делать, но вовремя. И тогда только будет все хорошо. А если будешь делать, когда тебе удобно, тогда ничего не получится. Но даром, но времени и не надо тратить пчелам, если у тебя нету. Her bir kuan ailesinde var kendi hiyerarşiyası. Nice söyler Alexander Radish. Başka kuancılar sayırlar hani Karaleva, o tutar bütün kuan ailesini ama bu değil doğru. Aileyi tutar kendi kuanlar angıları her gün uçarlar 4'er kilometre ki getirmediğini balı. Ну, обычно говорят, что матка, королева, а я вижу наоборот, матка там как рабыня. Там если матка что-то не то, его быстро оттуда. Не принимает иногда? Убивает быстро. Если матка плохо работает, все, они меняют. Вообще, в улике, командуют пчелы, не матка. Но обычно всегда говорят, что матка королева. Нет, пчелы на улике, они... женский пол, они командуют. И с трутнями всеми пчелы командуют. Но бывают дни более злые пчелы, бывают дни пчелы более спокойные, вообще не жалят. А бывают дни, вроде бы и по виду, вроде погода хорошая, но бывают дни, что кусают более жалят. От pогоды больше зависит. Kuanlar için var çok meraklı haberler. Bizim kuancı da
Alexander Radish onları bilir halden. Bir işçi koğan bir günde 10-15 kere uçuyor. Hem bir uçuşta 50'den 100'den kadar çiçek gezer. 1 kilo bal toplama arılara 4-5 milyon çiçek gezme lazım. Bir işçi arı bütün ömründe bir çay kaşığı 12 birini dolduracak kadar bal yapar. Toplarken arı 24 kilometre saatte uçuyor. Yükü almayınca işe 30 kilometre saatte kadar hızlanır. Arının kanatları bir kerette yaklaşık 200 kere çarpar. Onun için ki biz o tanış olduğu işi deriz. Her bir hotelda bir ana arı olur. O varınca bir günde 2000'e kadar yumurta yapsın. Yaz vakitinde bir hotelda 40 binden 80 bine kadar arı yaşayır. Arılar oynama bilirler. Onların özel oyunu öbür arılara nektarın nerede olduğunu hem ne kadar uzak olduğunu gösterir. Kovanın içinde temperatura hemen 34-35 gradus sıcak tutar. Bakmadan neyse dışarıda hava. Yaz işçi arıları 30-45 gün yaşar. Kış arıları 6 aya kadar yaşar. Bilim adamlarına göre arılar yeryüzünde 100-120 milyon yıl önce peydalandı. Onlar dinozavraların zamanında da vardı. Но основной пчела вообще, она умирает больше в улице, потому что в улике очень мало пчелы, умирает. Больше они в улике. Ну, как ночью, где они ночуют. Бывает, что я замечал, что пчелы, когда большой взяток, частично, маленькая часть могут и зимовать на поле. Это я замечал, когда при перевозке. А так основную пчелу я так знаю, что они вылетают на улицу, если их уже жизнь подошло к концу, они вылетают с улика. Редко, зимой, в улике умирают, если зима. Они не могут никуда улететь, то в улике. А так основной, в улике мертвых пчел очень мало. Обычно, третья часть, если печатанная, можно качать, это нормальный. У нас здесь на юге сухой, у нас уже здоровый, уже можно качать. Это тоже вот расплод. Здесь хороший, красивый. Это видно, когда матка сеет, это кругло, красиво. Тут здесь уже расплод на выходе, а все заливают медом. Все заливает медом. А если нету матки, они шумят. Если нету матки, то обычно в семье шум. Они дают такой гул. И сразу видно, что нету матки. А если плохой расплод или нету расплода, значит что-то с маткой. И от этого тоже. Я спокойно работаю, эта семья карников, я спокойно, и они не бросаются ничего. Я даже дымарик не трогаю, и они нормально себя ведут. Обычно как пчеловоды проверяют, ударяют. Спокойно ведут себя. И мед собирают хорошо карника. Когда качаешь, они обычно немножко трусишь и более агрессивные. И она уже много была открыта. Cüsseler bizim koyuncu Alexander Radish Moldova'da pek az var da nereye çıkarma kuanları. Onun için savaşırlar kuanları bütün yılda geçirme bir yerden öbür yıla ki kuanlar ayrı bal toplasınlar. Tutma bir yerde kurtarmır. Естественно, стационар лучше, но стационар, сложно найти такие места, чтобы стационар. Кочевой ты имеешь преимущество, что можешь выйти на лучшие места, чем когда стационар. Потому что, например, стационар, например, в этом году у меня рапса здесь, не было. Мне выехать немножко сложно, я не выехал. А если бы выехал, и пчелы было бы лучше, более сильнее, потому что на рапсе идет хорошее развитие. И меда взял бы. Это кто как. Конечно, для меня, стационар лучше. Я лучше держу чуть больше семей и не еду за каждые поля. Раньше я ездил много, у меня было 6 прицепов. Я ездил по всем полям. Сейчас уже не сильно езжу. Редко езжу. Если уже нету вокруг ничего, тогда еду. Kuanlardan önce bir başka deri böcekler hastalanırlar. Onun için bizim koyuncu söyler pek az lazım kullanma antibiyotikleri. Bu bir en büyük problem koyuncularda.
Ama hepsini doğru yaptığını o zaman konular da sağlığı, bal da kaliteli. Ну, обычно пчеловоды должны знать, что есть болезнь. Надо болезнями как уметь бороться, потому что у нас сейчас в Молдове вообще лечить ничем нельзя. И надо, чтобы не допускать, чтобы у вас болезнь на пасеке. Потому что если заметил в одной семье, то надо меры принимать. Основное уничтожать, если вирусные как-то там лечить, матки качественно, потому что от маток очень много зависит от иммунитета маток или гена, или что влияет. Потому что от маток очень много зависит. Да, воротоз это первый враг пчеловодов. С воротозом обычно легко пасеку очень потерять. Она вроде бы и не видна, но очень легко теряешь. И надо очень серьезно воротоз. Вот я уже сколько лет все учусь, но воротозом проблема очень сложная. Да, вот я же говорил, что очень сложно. Вот если, например, было такое, что у меня гнилец в одной в одной семье, я купил, и в одной семье вышло. Я только видел, я сразу эту семью просто уничтожаю, топлю все рамки и все. Потому что если будешь стараться это лечить, то сделаешь проблемы себе, лишние проблемы. Но основные у нас самые проблемы то, что засуха. Засуха, и когда засуха, надо очень много вложения, надо протеиновые канди. Например, я 3 раза, например, до рапса кормлю, весной, ранней весной кормлю протеином, середине лета кормлю протеиновые канди. И вот сейчас, только взято кончится подсолнух, и опять протеиновые канди, потому что, засуха. И стараюсь, чтобы пчелы зашли в зиму хорошие, и летом, чтобы были мощные, чтобы мед мне собрали. Вот эта проблема, что засуха. А когда год хороший, то даже плохой пчеловод у него хороший пчел, потому что природа дается. А когда засуха, тогда уже выявляется, какой пчеловод. Если пчеловод просто ждет только меда, то даром ждет. Очень много надо влаживать, кормить. И сиропом кормить летом, когда нету взятка, тоже надо. Konların düşmanların arasında altın renkli şurkalar da var. Bu güzel renkli kuşlar böceklerle beslenirler, hem onların arasında arılar da bulunarlar. Şurkalar çoğu zaman pasikanın yanında ya da çiçekli tarlaların üstünde arıları bekler. Daldan ya da telden uçan arıyı tutar. Sonra yenisini çıkarıp onu yer. Arılar bal toplama çıktığından o vakit şurkalar onları beklerler. Kimi koncılar pasika için uygun yerler seçmeye çalışırlar. Ama bilirler ki şurkalar da tabiatın bir parçasıdır. Nice söyler, bizim konç ne kadar da onlarla güreşmese yok faydası. С ними ничего и не сделаешь. Это враг очень серьезный. И они обычно не дают развиваться пчелам к зиме. Пчелы сидят в улике, если чуть-чуть пасмурная погода, все пчелы сидят в улике, и ничего не поделаешь, они ни звука, ничего не боятся. Там хоть даже один день здесь охотники их стреляли, но ничего не помогало. Они все равно, они звука даже... Они питаются пчелами? Ну да. Но основной питаются пчелами и прилетает много, и пчелы их боятся и сидят в уликах, и не выходят. И без воды стоят, и без еды, а это влияет уже на зиму. Если пчелы в этом месте, они должны собирать белок, пыльцу себе, а они сидят в улике, и она влияет на будущность к зиме, и потом обычно пчелы говорят, вроде бы было пчелы, а пчелы до весны не выжили, потому что пчелы тоже должны жировое тело собрать, а чтобы собрать жировое тело, они должны пыльцы много. А у нас осень засуха, а еще и шурок у нас здесь в Молдове очень много. Не знаю, как в севере, но у нас на юге здесь шурок sotнями приходят. Bizim çiftçilik programımız yaklaştı sonuna. Biz bugün bulunduk Verkhniy Albatı köyün dayında. Nerede Alexander Radish koydu kendi koncılığını.
derinden hem içinden gördük nice yaşar kuanlar, ne sonları lazım büyütmek, hem ne soy kuralları lazım bakmak ki kuanlar olsunlar sağlıklı hem ilerlesinler.